Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами узнаем, в чем он хочет вам признаться. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, так и спросите, в чем ты хочешь мне признаться. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, здесь явно отсыпочка подойдет тем, кто сейчас мало общается. Может быть, у вас охлаждение произошло, либо вы поссорились, либо мужчина где-то находится далеко от вас. Например, уехал по делам, в командировке, работа у него, например, в другом городе. То есть нет частого и постоянного общения. Потому что здесь мужчина хочет признаться, что очень сильно по вам скучает. Я очень сильно соскучился. Я и представить себе не мог, что разлука с тобой будет для меня такой болезненной. То есть в момент, когда вы там ругались, либо прощались, он думал, что это будет приключение, что ему будет неплохо, что он сможет там отдохнуть, выдохнуть, там, свободу обретет. Но хватило его там буквально на сутки. А потом почувствовал дикую тоску. Он говорит, у меня пусто, у меня все пусто, меня ничего не интересует, я ничего не хочу, я сам не свой, хожу как чумной. У меня люди спрашивают, что с тобой, ты что, заболел? А я ведь тоскую, а у меня ведь сердце на части рвется. Как сильно мне тебя не хватает. Как же мне больно, когда я не могу тебя видеть, когда я не могу к тебе прикасаться, слышать твой голос, смотреть твои прекрасные глаза. Прям, девочки, тут Кондратий его хватил, когда он все это понял, осознал. Прям физически ощущают боль без вас. Представляете? Говорит, пусто, у меня пусто, жизнь пустая, поблекла, смысл потеряла, солнце не светит, ничего меня не радует, я ничего не хочу. Ни друзей, ни развлечений, ничего. Я не могу концентрироваться, не могу фокусироваться. Я все думаю о тебе. Я все хочу к тебе, как будто бы маленький ребенок. Да? Вот один в огромном, страшном, темном мире. Да? Хочется к свету, хочется к вам. Слушайте, его тут явно накрывает, причем не по-детски накрывает. И мужчина с болью переживает каждый час, каждый день разлуки с вами. Так, еще я вижу, что мужчина хотел бы признаться, что был в чем-то неправ. И говорит, прости меня, ты ведь все знаешь, у меня такой характер, не могу я признавать поражение. Не могу, это не мое, не получается. Ты была права, ты во всем была права. А я противный, да, я противный, я жесткий, я стоял на своем, я понимал, что я ошибаюсь, но все равно я педалировал свою тему. И сейчас мне очень стыдно, ведь ты во всем права, и была права, и есть права, и будешь права. Возможно, вы ему что-то говорили, возможно, вы ему советовали, возможно, вы действительно поссорились из-за чего-то, когда мнениями не сошлись, вы говорили ему, как правильно, как надо, как истинно, а он уперся, как козел, и говорит, нет, я считаю по-другому, либо я буду делать по-другому. А потом, видно, развязка пришла, да, когда он пожалел о своей этой упрямости, упоротости и понял, что, как же так? Если бы я ее послушал, если бы я тогда признал, что я не прав, мы бы и не поругались. И все бы у меня было хорошо, и никаких бы я себе проблем не нажил, да и вообще
вообще, какой я, противный. Его самого тебя даже подташнивает. И говорит, ну что, ну у меня такой характер, ну я так воспитан, либо я таким родился, ну что я могу с этим сделать? Еще он тут признает, что только вы одна единственная, кто может его этот, дурацкий, дуристический характер выносить. Потому что даже родная мама, и та от него, наверное, там закрывается, прячется, когда у него этот припадок начинается упрямства. Вот. Он говорит, ну никто, как ты, не может выдержать. Ты выдерживаешь, ты меня, дурачка, терпишь. Ты мне, дурачку, все прощаешь. Каждый мой промах, ошибку. И я понял, что любишь меня любым. Тебе не важно, какой я. Ты все равно меня любишь. Не потому, что я там что-то имею, что-то из себя представляю, а потому что я просто есть в этом мире. Девчонки, накрывает, он тут повешенным себя показал, говорит, все, я как тряпочка, да, меня подвесили, нет ни сил, ни желаний, а все потому, что тебя нет рядом. Ох, если бы у вас сейчас был шанс где-то с ним рядышком оказаться, вы бы его не узнали. Он, правда, как-то хреновенько стал выглядеть, прямо весь осунулся, синяки под глазами. Голос какой-то странный у него стал, слабенький, понимаете? Чахнет. Мужчина без вас чахнет. И еще у кого-то отыграется, что мужчине кусок горла не лезет. Вот настолько ему плохо, настолько ему тоскливо, что он даже кушать не может. Вот, все о вас думает. Я так понимаю, что нет возможности сейчас вам помириться, либо нет возможности ему сейчас к вам приехать. И от этого ему еще хуже становится. А вот вы, например, вот с вашей стороны, я вижу, что вы не унываете. Я вижу, что вы молодцом держитесь. Даже если вы поссорились, вы умеете себя взять в руки, вы умеете себя успокоить. Вы рационально используете свое время. У вас есть подруги, друзья, любимая работа, там дети, заботы, спорт, уход. Да? Вы себя реализуете. Вы так сильно о нем не заморачиваетесь, вы не сидите у окна и не рыдаете, да, смотря вдаль, где же мой любимый. Хотя все равно о нем тревожитесь. Тревожитесь, потому что он вам снится, потому что он все время вам вспоминается. И опять же, вы не любите, когда вы в конфликте. Возможно, это не первый конфликт, возможно, вы уже это проходили не раз, но все равно хотелось бы все-таки с ним помириться. Да, чтобы вот эти все страсти поутихли, и у вас все было хорошо. А если он где-то просто уехал, то вы знаете, что он вернется. Вы знаете, что опять будут встречи, опять будут отношения, и опять вам придется терпеть его этот несносный хреновый характер. Это вы тоже знаете, к этому вы точно готовы. Вижу, что эту разлуку вы достаточно эффективно используете для того, чтобы свои дела поделать. Опять же, вот вижу, что собой занимаетесь, какой-то уход, как-то себя улучшаете, может быть, спортом занялись, да, чем-то таким занимаетесь, гуляете, с подружками встречаетесь, по магазинчикам ходите. Время без него вы тратите с пользой. Вот. И еще у кого-то из вас, девчонки, я вижу, не то чтобы интерес, скорее всего, как кто-то за вами ухаживать стал. Либо пытается добиться вашего внимания. Какой-то мужчина смешной. Не то чтобы вы отвечаете, но вас это веселит. Да? Какой-то мужчина за вами ухаживает, и вас это веселит. Вы умничка, вы молодец. Вы не такая вот плаксивая, как этот мужчина. Вы умеете себя держать в руках, вы умеете себя развлекать, а это очень важно. И еще, мои хорошие, вижу вашу уверенность в будущем. То есть вы для себя четко понимаете, что никуда он от вас не денется. Вот, что вы друг другу по судьбе, и время пройдет быстро, и опять все войдет в свою колею. Так, еще. Мужчина, кстати, очень нетерпеливый и очень вспыльчивый. Я так понимаю, что если он вам там позвонил, либо написал, и вы там в течение, не знаю, 1 секунды, либо полусекунды ему не ответили, у него там уже желваки ходуном ходят. И он такой, где она, с кем она? Начинает себя там накручивать. Вот. Опять же, это превратность его характера. Я думаю, что вы об этом уже знаете, и не один раз из-за этого ссорились с ним. То есть либо вы идете на уступки и сразу ему отвечаете, когда он начинает вам писать, даже если это какой-то глупый смайлик,
либо вы его должны перевоспитывать и говорить, что я могу быть занята, я могу заниматься важной работой, и в конце концов в туалете я могу быть. Да? Зачем мне тебе сразу там, в течение этой полусекунды отвечать? Если что-то не срочно, лучше не пиши и не звони. Либо если срочно, ну, оставь голосовое. Либо я обязательно увижу, что ты мне звонил, либо писал, и тебе отвечу. Да? Надо перевоспитывать. Тем более я вижу, что он податливый на самом деле. Сопротивляется долго, а потом в один момент сдается. Вот есть такая особенность характера. Вообще не знаю, как вы его выносите. Мне он вообще идет таким истеричным слегка и очень вспыльчивым, да? Легко из себя выходит. Сам он может забывать, сам он может чего-то не делать, он не может там, подойти к телефону, он там с друзьями, он там то, он там все. И это типа норма, ок. А если вы вдруг в полсекунды не успели, все, это уже катастрофа. Как земной шар сошел со своей оси, да, в таком ключе. Глобальная катастрофа. Да, надо воспитывать, девчонки. Надо воспитывать. Тем более, видите, он все признает. Он сам прекрасно понимает, что у него хреновый характер, что его никто терпеть не будет, даже мама не может его вытерпеть. Поэтому все в ваших руках. Вы можете его перевоспитать. Не знаю, почему-то все время его мама вылазит. То ли он такой, знаете, мамочкин сынок, то ли его мама является триггером на ваши отношения. Может быть, мама не принимает, может быть, он слишком там часто маму поминает, если что там, у мамы надо спросить, маме надо сказать, и вы такая, блядь, тебе же столько лет, да, какая мама, ты уже взрослый мужик, а ты все у мамы спрашиваешь, да, отпрашиваешься. Вот. Он, кстати, хотел бы вам сказать по поводу своей мамы, что это неправильно, да, это неправильно, мама для него святое. И нельзя запрещать ему общаться с мамой. Он говорит, я так привык, я так воспитан. И для меня это как база, да, база моей жизни. Вот. Может быть, вы из-за этого ссорились, может быть, из-за этого ругались, но просит принять и понять. Говорит, я такой, я у мамы один такой, да, либо мамочка для меня святое, поэтому уж, пожалуйста, да, не обращай на это внимания, либо войди в мое положение, и давай не будем по поводу моей мамы ругаться. И еще, мои хорошие, вы его о чем-то предупредили, а он сделал все ровно наоборот. И из-за этого потерял какие-то деньги. То ли штраф заплатил, то ли просто лишился денег, да, может быть, на мошенников попал. То ли, может быть, кому-то в долг дал, а человек просто исчез, испарился. Вот. Он мысленно перед вами прощения просит за то, что был дурак, не послушал. Но с другой стороны, он решил в этом никогда не признаваться. То есть, разве что вы сами от кого-то другого узнаете. Но он никогда не признается. Он говорит, я понимаю, что это неправильно, но это прям как пощечина. Пощечина, которую я сам себе сделал. И это прям позорно. Говорит, в следующий раз я буду делать ровно так, как ты мне советуешь. Ровно так, как ты мне говоришь. То есть он как слово перед вами дает. И еще, мои хорошие, про какую-то женщину он хочет вам сообщить и говорит, что она дура, что она липучка, что она чего-то от него хочет, а он не знает, как от нее избавиться. Возможно, там, где он сейчас, либо там, где он был совсем недавно, была какая-то женщина, которая к нему приставала. Да-да, не удивляйтесь, женщины ведь тоже умеют к мужчинам приставать. Для женщины эта опция тоже доступна. И он говорит, никому не верь, у меня с ней ничего не было. Она сама ко мне приставала, а я отбивался, я убегал, я прятался, я тебе не изменял. Ни мыслями, ни телом, ничем не изменял. Вот. И, пожалуйста, не верь. То ли эта женщина к вам должна прийти и сказать, то ли кто-то, может, общие друзья, знакомые видели. И он просит, чтобы вы не верили. Говорит, что не-не-не, вообще и мысли не было. Я, наоборот, от нее прятался и убегал. Вот. В принципе, здесь показано, да, между ними ничего не было. И, возможно, эта женщина к нему приставала. Либо ему показалось, что эта женщина к нему пристает. Он же у вас цаца, да, красавчик. Так тоже может быть. И теперь он боится. Боится, что вы об этом узнаете, приревнуете, и мужчина будет послан нахрен. Вот этого он боится.
И говорит: не верь, никому не верь, я тебе не изменял, клянусь, мамой клянусь, да, в таком ключе. Так, еще он хочет признаться, что он устал от того, как развиваются ваши отношения. То есть либо устал от того, что вы как будто бы на одном месте топчетесь в отношениях. Он говорит: я хочу развития, я хочу серьезности, я хочу официоза. Ну, допустим, если вы просто встречаетесь, ну, либо проживаете вместе в гражданском браке, а здесь мужчина хочет гарантий. Гарантии, что вы от него никуда не денетесь. Ну, то есть официальный брак, наверное, будет вам предлагать. Но опять же, у кого-то отыграется, что он ребеночка от вас хочет. Ну, чтобы прям привязать, максимально вас к себе привязать. Вот. Хочет об этом поговорить. И говорит: вот я вернусь, ну, либо мы помиримся, и будет серьезный разговор. Я хочу развития, я хочу серьезности. И я хочу, чтобы все было, ну, официально, да, документально заверено. Слушайте, но он такое вам будет выдавать. Когда он появится, либо когда помиритесь, вы его не узнаете. Во-первых, темы такие будут глубокие поднимать. Во-вторых, действительно, вот как прилипнет к вам, не отстанет. Будет все вас обнимать, к вам притрагиваться, не знаю, тёмкать вас. Потому что очень по вам скучает, и сейчас он только лишь об этом мечтает. И опять же, вот эти все серьезные темы, если вы не готовы к замужеству, либо вы не готовы рожать детей, то сложно будет ему это объяснить, либо он будет очень настойчив в этом. Так, ну а в целом он хочет признаться, что любит вас и только вас, и что вы его путеводная звезда, что вы его птица счастья завтрашнего дня, и никто другой ему не нужен, только лишь вы. Люблю. Говорит: я тебя люблю. Может быть, я не так часто тебе об этом говорю, может быть, я в принципе тебе об этом не говорил, но это правда. Это правда. Я тебя люблю. И только тебя одну люблю. И если вдруг ты меня оставишь, бросишь, прогонишь, я не уйду. Я буду на коленях перед тобой ползать, лишь бы ты меня простила, лишь бы ты меня рядом с собой оставила. Девчонки, ну вот наконец-то, слава богу, как говорится, дошло. Дошло, кто вы есть в его жизни. Дошло, что он вас любит. Дошло, что в вас нуждается. Дошло, что только с вами он может быть счастливым. Ну и пусть живет с этой мыслью, когда вы встретитесь. Здесь мужчина будет очень гиперактивным по отношению к вам. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.